Дружба в музыке и музыка в дружбе. В Казани в эти дни проходит второй музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Буквально в эти минуты в Большом концертном зале знаменитый пианист выступает вместе с симфоническим оркестром Татарстана. Второй вечер подряд. В зале «Аншлаг» Дениса Мацуева здесь любят и ждут. А в этом году он привез в Казани новые имена. Сегодня днем выступили стипендиаты фонда, президентом которого является Денис Мацуев. Кто из казанских юных музыкантов сможет обрести новые имена и как звучит музыкальная дружба, услышала Полина Кострицкая. Сибирская энергетика накануне снова ворвалась в Казань. Денис Мацуев прилетел сюда из Лондона, где выступал с Лондонским симфоническим оркестром. По традиции программы в одном и том же городе пианист не повторяет. Впервые в Казани он исполнил второй концерт Чайковского, который, по его мнению, играют незаслуженно редко. В последнее время, благодаря дружбе с маэстро Сладковским и симфоническим оркестром Татарстана, Денис Мацуев в Казани нередкий гость. Теперь Денис Мацуев у друзей – это ежегодный фестиваль. Когда ты играешь с другом, это всегда чувствуется в игре, чувствуется в импровизации, которая происходит, как правило, на сцене. Мне очень приятно осознавать, как развивается этот коллектив, который постепенно входит в когорту, так сказать, знаменитых коллективов России. Ну, это монофестиваль Мацуева. Мы объехали почти всю Россию уже вместе с ним. Лучшее из того, что у нас получается, мы выносим в этот фестиваль, и это, наверное, самое-самое главное. То есть это уже опробировано, отрепетировано, сыграно, слажено, и мы уже занимаемся в чистом виде искусства. Фестиваль «Денис Мацуев и друзей» – это не только концерты. Здесь выделено пространство и для книг, конечно, о музыке. Владимир Пронин уже второй раз в Казани презентует нарядные подарочные издания. Летом это были книги о Шаляпине и Рахманинове, а теперь записки скрипичного мастера Амирана. Они появятся в библиотеках города. Хотелось бы вот через такого старца рассказать детям о, ну, если так можно грубо и образно сказать, о неком папе Карло, который из дров, а так именно на их профессиональном языке называется, из чего они делают, создается музыкальный инструмент, который звучит человеческим голосом. Зазвучали в Казани и новые имена. Сегодня днем в Большом концертном зале выступили стипендиаты фонда, президентом которого с 2008 года является Денис Мацуев. За 25 лет работы фонд помог 15 тысячам молодых музыкантов. Новые возможности открылись и для 14-летнего Дмитрия Березняка, юного пианиста из Москвы. Сама эта атмосфера, то есть она как-то сразу меня бодрит, и вот действительно уже прям есть огромное желание заниматься, продвигаться вперед. Поэтому даже не знаю, конечно же, преподаватели, тоже деятели искусства, конечно, это все помогает и все способствует развитию. Известные педагоги дали в Казани мастер-классы для юных музыкантов и провели прослушивание. Теперь среди новых имен зазвучат и 8 имен казанских талантов. Полина Кострицкая, Айрат Мухамедзянов, столица.